Среда, 9 сентября, вечер уже начинает смеркаться. 4 молодых ингушей направляются по своим делам в минеральные воды, как внезапно у них на глазах происходит авария. Машина перевернулась, водитель не может выбраться. У ребят есть доли секунды, чтобы оценить ситуацию и понять, что делать дальше. Эти секунды могли стоить жизни пострадавшему, поэтому думали недолго. И все вместе пошли оказывать помощь. Как оказалось, в машине был один водитель. Мужчину зажало между сиденьем и крышей автомобиля. Руководил спасательной операцией Курейш Даурбеков. Молодой человек в 2018 году с отличием окончил пожарно-спасательный колледж Сунджи и на зубок знает, как оказывать первую помощь в таких ситуациях. Да, внезапно происходит авария. Какие первые мысли у вас? Были ли вообще мысли не выходить, поехать дальше своим путем? Ну, у меня была первая мысль, главное, чтобы не умер. Главное не умер, главное не умер. Я только вот это бы у меня мысли были в голове. И все. Чтобы не уехать, почему бы, другой бы помог бы. Не было таких мыслей. Просто была мысль, главное, чтобы он не умер, и все. Не важно, кто он, откуда. Просто мысли были такие. Водитель выжил, но здоровье себе подпортил. В результате аварии у него оказался поврежден позвоночник, а также была открытая рана в районе шеи. Подбежали, осмотрели всю ситуацию, посмотрели, не дымит ли машина в первую очередь, можно ли там оторвать клемму, чтобы не возникло короткое замыкание. Я сначала поговорил с этим человеком, посмотрел, в каком состоянии он находится. В принципе, он был в нормальном состоянии, но он был в шоковом состоянии, не чувствовал боли так, как должен был чувствовать. Пока Курейш пытался понять, насколько серьезно водитель пострадал, остальные искали способ, чтобы залезть в салон автомобиля и вытащить пострадавшего. В итоге пришлось разбить заднее лобовое стекло и вынести водителя через него. Подбежав первыми, постарались вытащить его. Увы, не получалось, так как двери были зажаты. Галай Велес, который с нами был, старался кресло сломать, чтобы его вытащить. Другие друзья мы старались что-то сделать с другой стороны машины, но безуспешно было. Итак, один из нас залез под багажник, где было разбито стекло. Аккуратно сняв его, с несколько человек, мы его аккуратненько, ровно вытащили оттуда. И, проложив под него коврик, положили его, где мой друг Кайырбеков Курейш оказал ему первую помощь. С какой целью вы направляетесь? Мы направлялись на политологический форум «Российский Кавказ». Первую медицинскую помощь оказывали прямо у проезжей части с помощью подручных средств. Пострадавшим оказался мужчина около 50 лет. Его имя и фамилию в суматохе парни не запомнили. После вызвали экстренные службы, а также связались с родственниками водителя. И только после того, как удостоверились, что его жизни ничего не угрожает, направились дальше по своим делам. Когда я ему сказал, мы ингуши и направляемся в Минводу, он сказал, я знаю, никто бы не остановился, кроме вас. Я с ним поговорил, я ему сказал, ты сейчас в нормальном состоянии находишься? Он сказал, да. Мы позвонили его родственнику, он сам с ними поговорил. Я уже в дальнейшем попросил у него прощения за то, что я сейчас уеду. Он сказал, езжайте спокойно, я сейчас в нормальном состоянии нахожусь. Уже службы были на подходе, и мы, конечно, уехали оттуда. Хочется отметить, что при оказании первой медицинской помощи важно узнать степень полученных увечий, и не всегда можно оказывать эту помощь. Много случаев, когда пытаясь помочь, можно наоборот нанести больший вред. Поэтому экстренные службы просят дождаться их приезда, чтобы сделать все грамотно. А Курейш Гаирбеков, будучи специалистом в этом деле, отлично знал, что он делает. Место подвигу может быть и в обычный будний день, и не обязательно для этого носить медицинский халат или погоны. Главное не быть равнодушным к чужому горю и вовремя прийти на помощь. А герои этого сюжета тому подтверждение. Муслим Ганиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.